Пора ответить на вопрос. Самый важный вопрос, который мучает моих подписчиков. А что я получу, когда выучу прусский язык? Что мне это даст? Во-первых, через 3 месяца после начала изучения языка, если вы занимаетесь в нормальном ритме по 2 раза в неделю, то вы уже сможете не просто строить несложные предложения, но и полноценно общаться на языке. Потому что грамматика учится быстро, фонетика очень похожа на русскую с некоторыми особенностями, но это скорее особенности, а не перестройка речевого аппарата целиком. Лексика тоже на четверть совпадает с русским языком. То есть вам с одной стороны будет это все сделать несложно, а с другой стороны вы сможете общаться с сотнями единомышленников из разных стран Европы. Вы сможете продвигать свои товары и услуги на европейском рынке, в том числе и онлайн, потому что этот рынок очень быстро развивается. Вы сможете обогнать всех своих конкурентов и выйти сразу на рынок стран Балтии, Польши, Германии, потому что вы сможете продвигать свою продукцию сразу на блогах и на каналах, на которых уже есть десятки тысяч подписчиков, что очень немаловажно. Вся продукция, все товары, которые создаются носителями прусского языка и продвигаются с помощью прусского языка, сразу получают отклик и сразу на них обращают большое внимание. Помимо этого вы сможете быстро развивать языковые навыки и учить сразу несколько иностранных языков. Не только литовский, латышский, польский и немецкий, которые непосредственно связаны с прусским языком, но и английский, испанский, французский, любые языки германской и романской и славянской групп, потому что есть общие особенности, которые объединяют их между собой и которые лежат в основе прусского языка. То есть это такой действительно щелкунчик, который поможет вам щелкать орешки, языки как орешки. Я не просто так привожу пример щелкунчика, его создал прусский писатель и драматург Гофман, который вырос на прусской мифологии, на сказках, на легендах этих мест, и о нем я еще буду говорить как о феномене того, как в мировую литературу попали эти самые искры прусской народной мудрости и сказок и легенд, которых здесь до сих пор осталось очень и очень много. Вы сможете не просто продвигать свою продукцию, сможете не просто общаться с носителями языка и повышать уверенность в себе, потому что принадлежность к этому достаточно элитарному кругу и взаимная поддержка и взаимная помощь — это то, что вам в любом случае не даст сдаваться, прокрастинировать или опускать руки. Вы все время будете знать, что вас поддерживают, и все время будете понимать, что вы не одиноки, чем бы вы ни занимались. Это тоже полезный момент в копилку знаний, умений и личностных амбиций. Я знаю людей, которые сейчас возрождают прусские традиционные ремесла, искусства, которые занимаются собиранием трав, занимаются ткачеством, прядением, занимаются в том числе и восстановлением, возрождением языка и фольклора, и собирают песни и переводят песни, в том числе из диалекта литвиненков. То есть работы на самом деле очень много, особенно работы в интернете, особенно работы онлайн. И в этом всем вы тоже сможете принять участие и доказать себе, что вы всегда можете больше, чем вам казалось. И это все происходит благодаря изучению и владению прусским языком. Вы не просто становитесь частью сообщества, вы становитесь очень активным создателем в любом случае, что бы вы ни делали. Вы всегда делаете что-то абсолютно новое, за что до вас никто даже
не решался браться. И это осознание тоже очень сильно повышает самооценку и не дает сдаваться и опускать руки. Пусть со стороны вас не понимают или говорят, что вы занимаетесь чем-то не тем. Те, кто не могут начать что-то новое, кто идет только по проторенной дорожке, всегда завидую тем, кто решается выйти из зоны комфорта и открыть новую страницу в своей жизни. Так откройте ее сами и покажите другим пример. Покажите, что русский язык намного проще выучить, чем спорить о том, нужен он сейчас или нет.